Мария Аль-Киптия. В селе Хафн, одно из поселений губернии Аусина на левом побережье Нила, родилась Мария, дочь Шамауна. Отец ее был коптом, а мать римлянкой. Свое детство она провела в родном селе, а впоследствии вместе со своей сестрой Сирин попала во дворец предводителя коптов Эль-Мукаукиса, правителя Александрии. Когда же Хатаб ибн Абу Бальта доставил Эль-Мукаукису письмо от посланника Аллаха мир ему, тот ответил достойно. Он сказал, что приносит свои извинения и в знак благодарности с наилучшими пожеланиями отправляет ему дары, 2 невольниц и евнуха. Мария и ее сестра слышали, что в Аравии среди арабов появился пророк. В пути Хатиб рассказал им о великодушии ислама, о достоинствах посланника Аллаха мир ему, и те приняли ислам. Они благополучно прибыли в Медину, это был 7-й год от хиджры, а в это время пророк мир ему как раз вернулся из Аль-Худайбии. Ему передали ответное письмо Аль-Мукаукиса и дары. Посланнику мир ему понравилась Мария. Он оставил ее себе, а ее сестру Сирин подарил своему поэту Хассану ибн Сабиту, который женился на ней, и та родила ему сына Абд-ар-Рахмана. Пророк мир ему поселил Марию в доме Ансара Хариса ибн Аль-Ну'мана. Он мир ему хотел, чтобы она покрылась подобно всем матерям правоверных, и та послушалась его в этом. На 2-й год после совместной жизни с посланником мир ему Мария почувствовала, что забеременела, о чем сразу сообщила своей сестре Сирин. Когда же все подтвердилось, она сообщила об этом пророку, да благословит его Аллах и приветствует, который обратил свой взор в небо благодаря Аллаху. Радостная весть о том, что Мария ждет ребенка, быстро распространилась во всех уголках Медины, и в то же время разожгла пламя ревности в сердцах жен пророка мир ему. Поэтому он переселил ее в окрестности Медины, чтобы обеспечить ей спокойствие, заботу о ее здоровье и здоровье ребенка. В 8-м году от хиджры, в одну из ночей месяца Зуль-Хиджа, пророк мир ему направил Сульму Рафия к Марии, чтобы она приняла у нее роды, а сам уединился в одном из уголков дома, неустанно молясь Богу. Через некоторое время Рафия вышла и сообщила радостную весть посланнику мир ему. Мухаммад мир ему щедро отблагодарил ее и поспешил к Марии, чтобы поблагодарить и поздравить ее с рождением младенца, который даровал ей свободу. Затем он взял мальчика на руки и назвал его Ибрахимом в честь праотца пророков Ибрахима мир ему, а также раздал милостыню бедным и нуждающимся жителям Медины. А женщины Медины устроили настоящее первенство в том, чтобы заполучить право выкармливать этого ребенка. Однажды посланник Аллаха мир ему принес Ибрахима к Аише, у которой при виде ребенка глаза наполнились слезами. Поэтому пророк мир ему сказал, что сожалеет, и удалился. К сожалению, счастье Марии продолжалось недолго. Ибрахим заболел и умер, хотя ему еще не было и 2 годиков. Сердце отца мир ему прониклось глубокой печалью. Но он лишь сказал: «Поистине, о Ибрахим, мы не можем уберечь тебя от предначертанного тебе Аллахом из оплата». А Ибн Ауф сказал: «И даже ты, о посланник Аллаха». Пророк же, мир ему, ответил: «О Ибн Ауф, поистине это проявление милосердия. Поистине глаза плачут, сердце печалится, а мы говорим лишь то, что угодно Господу нашему. И поистине, о Ибрахим, мы огорчены тем, что расстались с тобой». Посланник Аллаха мир ему взял на руки сына, а слезы текли из его глаз. Он поцеловал его и сказал: «О Ибрахим, если бы это не было истиной, не было бы правдивым обещанием, если бы первый из нас не шел вслед за последним, то мы бы прониклись большей печалью, чем та, которую мы испытываем сейчас. И поистине, о Ибрахим, мы огорчены тем, что ты покинул нас. Глаза плачут, сердце печалится, но мы не говорим то, что гневает Господа». Затем пророк мир ему с чувством глубокого сожаления и ласки посмотрел на Марию и, чтобы хоть как-то поддержать ее, сказал: «Поистине, Ибрахим, мой сын,
И поистине он умер, будучи еще грудным ребенком. И поистине у него есть две кормилицы, которые докармливают его в раю. После Аль-Фадль ибн Аббас взял ребенка и омыл его. Пророк мир ему совершил погребальную молитву, и Ибрахима понесли на кладбище Бакы. Посланник Аллаха мир ему опустил своими руками сына в могилку, засыпал ее и побрызгал сверху водой. В этот же день произошло затмение солнца, и люди сказали: солнце затмилось из-за смерти Ибрахима. Пророк же мир ему совершил по этому поводу специальную общественную молитву, салят аль-Кусуф, и обратился к людям со словами: «Поистине, солнце и луна — знамения Аллаха. Они не затмеваются из-за чьей-либо смерти или рождения. Если же вы увидите затмение, то обратитесь к Аллаху с мольбами, возвеличивайте его словами «Аллаху Акбар», совершайте молитву и раздавайте милостыню». Мария после смерти сына уединилась и всегда, плача, выходила из дому, чтобы посетить его могилку. После смерти посланника Аллаха, мир ему, Мария прожила 5 лет, а содержал ее Абу Бакр. Умерла она во время правления Омара. Он же совершил погребальную молитву, и она была похоронена на кладбище Бакы.